Смотрите сегодня в Замане. С закатом солнца начинается месяц Рамазан. Адвокат Курбединов получил международную правозащитную премию. Расстрел автобуса в Египте. Десятки убитых христиан. — 19:00 в эфире телеканала АТР Новости. 26 мая 1184 день аннексии Крыма. Я, София Абляева, приветствую вас. Мусульмане всего мира готовятся к началу Рамазана. Священный месяц поста Ураза начнется сегодня после захода солнца. В Киеве это без 1 минуты 9. Во время Рамазана необходимо от рассвета до заката солнца воздерживаться от еды, питья и половой близости. А мысли постящихся мусульман должны быть без злых умыслов. Подробнее в сюжете. А сказал фальясум, то есть пусть соблюдает сиям или саум. Значит, нам нужно понять. Шейх Сейран Арифов читает проповедь о том, как нужно вести себя во время Рамазана. В мечети Исламского культурного центра Аль-Раид собрались мусульмане Киева. Для чего? Для того, чтобы постараться этот Рамадан, который уже наступает, провести его еще лучше. Среди посетителей мечети Сино, выходец из Таджикистана. Он уже 4 года проживает в столице Украины. Так же, как все мусульмане, жду этот месяц, чтобы воспитать себя в течение месяца, чтобы в остальные 11 месяцев я был таким же примером. Виола приняла ислам прошлой осенью. Это первый пост в моей жизни. Прощение грехов и сближение с Аллахом. То есть раньше была христианкой, я не верила, я не ходила в церковь, у меня не было никакой веры. А начала интересоваться исламом и поверила. Месяц поста Рамазан – это одна из основ ислама, придерживаться которого долг каждого мусульманина, говорит муфтій Саїд Ісмагілов. Час, в який кожен віруючий мусить робити багато добрих справ, молитись, читати Коран, дотримуватись посту, годувати малозабезпечених людей, а також духовно працювати над собою. После проповеди молитва, джума намаз. Каждый день Рамазана мусульмане могут приходить в мечеть после заката солнца на ифтар, угощение постящихся после вечерней молитвы. Алексей Шандра, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма, действия российских спецслужб и проблемы информационной безопасности. Все это обсуждали в Вильнюсе на форуме «Свободной России». Это уже 3-й подобный форум. В этот раз в нем приняли участие около 300 человек. Это политики, публицисты, блогеры, журналисты, общественные активисты, международные эксперты. Одним из участников этого форума стал заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев. Сейчас с нами на прямой связи с Вильнюса основатель форума Гарри Каспаров. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли уже говорить о результатах форума? Да, можно говорить уже о результатах форума, который стал на сегодняшний день единственной площадкой российской оппозиции, где обсуждаются стратегические вопросы будущего нашей страны, где предлагаются конкретные решения, связанные просто с переформатированием России в нормальное, цивилизованное, демократическое государство. И здесь были подняты вопросы, которые мы будем вынесем на обсуждение уже 4-го форума, который будет в конце года под названием «100 лет государственного террора». Что вот такая возможность спора людей разных политических взглядов, но объединенных одним пониманием права и видением места России в современном мире, это дает надежду полагать, что все-таки Россия не будет бесконечным источником проблем, а в конце концов и станет частью цивилизованного мира.
Гарри, скажите, пожалуйста, я знаю, что сегодня на форуме принималась резолюция, и там был пункт касательно крымских татар. Вы можете рассказать подробнее об этом? По вопросу агрессии против Украины здесь царит практически полное единодушие. Мы считаем, что аннексия Крыма, развязанная война на Донбассе – это часть преступлений путинского режима как внутри страны, так и за рубежом. Мы убеждены, что в свободной России первым актом свободного парламента должна быть денонсация всех актов, как внутренней политики, так и международной, и в том числе, естественно, немедленное признание украинского суверенитета над Крымом и территориями Восточной Украины. И надо сказать, что де-факто возобновленный геноцид крымских татар – это еще одна позорная страница в истории этих 100 лет государственного террора. И я очень надеюсь, что все-таки свободная Россия сумеет смыть это позорное пятно со своей истории. Спасибо большое, спасибо за интервью. Я напоминаю, это был Гарри Каспаров. Он основатель форума «Свободной России», который в эти дни проходил в Вильнюсе. Эмиль Курбединов получил международную премию. Крымский адвокат, работающий в аннексированном Крыму, в Ирландии, получил премию Frontline Defenders для правозащитников. Премия поощряет правозащитников, которые, рискуя своей собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ. Эмиль Курбединов защищает в суде права крымско-татарских политзаключенных, крымских мусульман и проукраинских активистов. Я с детства знаю, что такое быть преследуемым со стороны государства. Но спустя почти 30 лет репрессии вернулись, и в нарушение международного права Россия включила Крым в свой состав и фактически установила власть на этой территории. С 2014 года, после этого включения в состав России, Крыма, мы не перестаем сталкиваться с преследованиями по религиозному признаку, преследованиями гражданских активистов, журналистов и тех, кто выражает свое мнение, не совпадающее с позицией России. Мы не загадываем на будущее, не знаем, что будет завтра. Мы знаем лишь то, что должны бороться за свои права мирными способами. И сегодня это движение за права человека все более расширяется. Если жители оккупированных территорий не смогут получать биометрические заграничные паспорта, Украина может лишиться безвизового режима с Европейским Союзом. Так считают в организации «Европа без барьеров». Они раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, который 2 дня назад заявил о возможной выдаче загранпаспортов старого образца жителям оккупированных Крыма и Донбасса. Без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново за погодженням Службою безпеки України і з Міністерством закордонних справ внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразку. Такое заявление сделал Петр Порошенко во время поездки в Луцк 23 мая. Если жители оккупированных территорий, у которых нет идентификационных документов или их данных нет в реестре, не смогут получить биометрические паспорта, у Украины могут забрать без виз. Так считает аналитик гражданского объединения «Европа без барьеров» Катерина Кульчицкая. Поки що ця заява не має ніякого законодавчого підґрунтя. Вона є заявою про намір, про певну пропозицію, яку потрібно розглянути. Європейський Союз протягом певного часу, більше ніж, якнайменше 7 років, буде слідкувати за виконанням України тих реформ, які відбувались в рамках плану дій з візової лібералізації. Якщо буде відкат хоча б по одній з реформ, а тут, якщо запровадяться паспорти старого зразка, це прямий відкат від тої реформи, яка була запроваджена, то може бути застосований механизм призупинения безвизового режима. Сейчас жители Крыма могут получить биометрический заграничный паспорт в любом отделении Государственной миграционной службы или в паспортном сервисе. Там рассказывают, какие документы для этого необходимы. Будь-який документ, який у вас є вдома, бажано з фото, можливо, там студентський, якщо ви ще студентка. Будь-який документ додатковий берете і підходите. Ідентифікаційний код, паспорт і додаткові документи. Лилия Медведчук, Асан Эминов, Заман, АТР.
Отреставрированный Стамбульский парк и Потемкинская лестница открылись в Одессе. Ремонт Потемкинской лестницы продолжался год, обошелся более 15 миллионов гривен. Обновленный Стамбульский парк открылся в Одессе на склонах Приморского бульвара. Мэрия Стамбула выделила на его ремонт $1,5 миллиона. На торжественное мероприятие приехал президент Украины Петро Порошенко. Накануне центр Одессы перегородили забором. Людей пропускали по спискам. В Одессе Петро Порошенко подписал указ о дополнительных мерах для українців по обеспечению безвіза з ЄС. Йдеться про істотне покращення державою тих послуг, які супроводжують українського чоловіка, людину по всьому європейському маршруту. Від рідного міста до точки призначення країн Євросоюзу. І я вітаю вас всім! Суд вынес 9 украинцам, владельцам и администраторам пророссийских сообществ ВКонтакте и в Одноклассниках обвинительный приговор. Они размещали в сети информацию с призывами к свержению конституционного строя и изменению границ территории Украины, агитировали за содействие ДНР и ЛНР. В этом году СБУ зарегистрировала 23 подобных уголовных производства. Я гражданка Украины, которая проживает в Киеве. В 2014 году я создала антимайдановскую группу, в которой размещала материалы против Украины, настроенные в поддержку ЛНР и ДНР. Это я делала по просьбе людей, которые в соцсетях меня нашли и сказали, что это я делала за деньги. Люди, я так понимаю, были с России. 15 мая в действие вошло решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении российских соцсетей в санкционные списки. Под запрет в Украине попали такие ресурсы: ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и другие. В Египте неизвестные в масках расстреляли автобус с христианами. Агентство Рейтер сообщает о гибели 26 человек, столько же раненых. Среди погибших есть дети. Нападение на египетских христиан, коптов, произошло в провинции Эль-Минья. Это 250 километров к югу от Каира. Христиане ехали в 2 автобусах на молитву в монастырь Святого Самуила. Десять человек задержаны по подозрению в причастности к теракту в Манчестере. Расследование продолжается. Проводятся обыски в районах, где ранее были задержаны подозреваемые, а также обыски проводятся и в домах. В результате обыска в доме исполнителя теракта Салмана Абиди обнаружен цех по производству бомб. Взрыв на стадионе Манчестер-Арена прогремел в ночь с понедельника на вторник. Жертвами теракта стали 22 человека. 20 человек по-прежнему находятся в госпитале в критическом состоянии. В Крыму состоялся юбилейный концерт известной крымско-татарской певицы Зоре Кадыевой. В этом месяце певица и композитор отметила свое 50-летие. 25 мая она подарила своим поклонникам концерт в Симферополе. Я довго готувалася. Думала, чи проводити такий концерт. Хотіла показати свою творчість своєму народові. Я вірю, що друзі і гості концерту залишилися задоволені. Хочу сказать, что вся наша семья, включая супругу, детей, родителей, мы поклонники ее таланта, ее и композиторского, и исполнительного искусства, ее не только песен, но и музыки, которую она пишет. И что самое главное, каждая ее композиция, она находит дорогу к нашим сердцам, заставляет или грустить, или радоваться, но главное, не оставляет равнодушным. Творчество Зори Кадыевой прекрасно, и я сегодня испытала абсолютно разные эмоции. То есть, когда исполнялась песня про отца, я взрыднула, пустила слезу. Веселые песни, хотелось просто, я сидя танцевала. Потрясающе, мне очень нравится. Настоящий праздник.
На этом пока все. Смотрите следующий выпуск «Заман» через 45 минут с Искендером Меметовым. Эфир телеканала АТР уже через 20 минут продолжит программа «Рамазан Берекеты», посвященная священному месяцу Рамазан. А я напоминаю, подписки на телеканале АТР на нашем сайте. Подписывайтесь и будьте с нами. Хороших выходных.